Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем крупный пожар в Дербышках. Воду перекрой. Хозяин квартиры скончался в скорой помощи. Расскажем подробности убийства женщины на улице Коллективная в день Святого Валентина. Смерть Нугмановой наступила в результате колото-резной раны с повреждением сосудов шеи. А также приговор мужчине, сбившего автоинспектора. Я хотел искренне принести свои извинения инспектору и его семье. Пьяный без прав протащил сбитого человека на капоте 300 метров. Это и не только. Прямо сейчас. 40-летний мужчина погиб в огне в своей квартире на улице Парковая, это в поселке Дербышки. Сообщение о возгорании поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 в 21 час 15 минут. Звонившие сообщили, что в квартире заперт человек. Он просил о помощи, а дверь взломать они не могут. Это оказалось под силу только огнеборцам. Мужчину вынесли на улицу и передали медикам, но он скончался в машине скорой помощи. С места трагедии Айрат Назипов. К приезду пожарных огонь бушевал уже во всех 3 комнатах квартиры на последнем 14 этаже этого дома. Пожарных вызвали соседи. Они почувствовали запах гари и услышали крики находящегося внутри мужчины, 40-летнего хозяина. Пока ждали огнеборцев, сами пытались взломать металлическую дверь в квартиру, но безуспешно. Вскрыть ее смогли только огнеборцы. В ходе тушения пожара огнеборцам удалось вытащить из горящего помещения хозяина квартиры. Его передали в руки медиков, однако, к несчастью, до больницы он так и не доехал. Больше никто не пострадал, эвакуации не потребовалось, сработала система дымоудаления. Воду перекрой. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Погибший злоупотреблял спиртными напитками. Почему не сработала автоматическая пожарная сигнализация, а внутренние пожарные краны были разукомплектованы, отсутствовали пожарные рукава и стволы, дознаватели будут выяснять в рамках проверки по факту пожара. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Сегодня в огне погиб 62-летний житель Елабуги. Пламя разгорелось в квартире, расположенной на цокольном этаже одного из домов на проспекте Нефтяников. Справившись с пламенем, пожарные обнаружили тело мужчины и 58-летнюю пострадавшую женщину, которую госпитализировали медики с диагнозом отравления продуктами горения. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. На 2 месяца Новосавиновский районный суд арестовал сегодня 26-летнего Игоря Ягашкина. Мужчину обвиняют в убийстве 47-летней любовницы. Трагедия произошла в ночь с 14 на 15 февраля. Нафиса Минязова выяснила неизвестные ранее детали происходившего в ту ночь. Игорь, скажите, пожалуйста, вы вину свою признаете? Да. Обвинение в убийстве 26-летнему Игорю Ягашкину уже предъявили. Следователи установили, что происходило в его квартире на улице Коллективная в ночь с 14 на 15 февраля. Предварительно данной судебно-медицинской экспертизы смерть Нугмановой наступила в результате колото-резной раны с повреждением сосудов шеи. По данному факту мной 15 февраля, 12 часов 00 минут, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, Игорь Ягашкин в баре познакомился с 47-летней женщиной и еще одним мужчиной. Вскоре застолье с продолжением решили переместить домой к ныне обвиняемому. После выпитого гость уснул, проснулся от криков женщины, требующей заплатить за интимные услуги. Иначе она грозила написать заявление об изнасиловании. Алкоголь свалил гостя вновь, а проснувшись утром, он увидел обнаженное тело женщины с ножевыми ранениями и признаками удушья. Хозяин попросил избавиться от тела. Все обдумать решили в баре. Там же встретили знакомых, согласных помочь. После чего отправили подозреваемого домой для подготовки, а сами, когда ушел, вызвали полицию. Случившееся шоком для соседей не стало. Ну, он такой буйный, как выпит, так, да, ругался. Ребенок маленький, вроде мальчик у них, тоже частенько плакал. Полицейский его спрашивал, а почему, говорит, она была обнажена, женщина. Ага. Вот. Он вроде сказал, что это любовница. Он уже давно живет с женщиной, официально не расписанный, у них 3-летний сын. В день убийства она, не выдержав оскорбления и пьянства, ушла с ребенком в гости к сестре. И лишь на утро узнала от соседей, что муж привел домой любовницу и убил ее в их постели. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, неоднократно привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. К ответственности он привлекался за рукоприкладство. В нетрезвом состоянии в течение месяца 2 раза избил своего отца. Тот писал заявление в полицию. Сегодня следователь ходатайствовал заключить обвиняемого под стражу на 2 месяца. Прокурор его поддержал, обвиняемый не возражал. Против этого была только адвокат. Скрываться от органов следствия в данном случае он не намерен, то есть
Данный факт не подтвержден органами следствия. И в ходатайстве прошу отказать и назначить меру пресечения вид домашнего ареста. Суд в итоге заключил обвиняемого Игоря Ягашкина на 2 месяца в следственный изолятор. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Трагедия едва не закончилась. Совместное распитие спиртных напитков 32-летним мужчиной, его сожительницей и 17-летним сыном женщины. Именно он получил удар ножом, повздорив с возлюбленным матери. Подросток выжил, подозреваемого задержали. Приходят, уходят, они контактируют ни с кем. Это не похоже на неблагополучную семью? Да похоже, потому что здесь постоянно милиция стоит. Соседи эту семью называют неблагополучной. Говорят, они ни с кем особо не общаются. Похоже, что любят выпить. К тому же полицейские у них частые гости. Но сегодня вместо жильцов за главную подруга хозяйки дома. Подробности раскрывать не торопится. А вы здесь проживаете, да? А это ваш сын пострадал? Все произошло в этом частном доме поселка Васильева на улице Стахановская поздним вечером. Сожители, 17-летний сын женщины, вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина поругался со своим пасынком и схватился за нож, ударив им подростка в грудь. Его фактически спас младший брат. Он помог отбиться от сожителя матери и вызвал скорую. Женщина тем временем звонила в полицию. Раненого госпитализировали. 32-летнего мужчину задержали. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 32-летнего, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности мужчины возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство. Суд согласился с ходатайством следователя и арестовал подозреваемого на 2 месяца. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 2 года в колонии общего режима проведет 23-летний бугульминец, который в октябре минувшего года целенаправленно сбил автоинспектора. Полицейский был госпитализирован с переломами обеих ног и другими травмами. Подробности этого громкого дела у Вероники Гайнутдиновой. Расскажите, что произошло. Без комментариев. В ту ночь с 1 на 2 октября минувшего года водитель «Лады» 9-й модели был немногословен, признался лишь в одном. Вы сейчас трезвы находитесь? Никак нет. В 1 час 40 минут на улице Герцена в Бугульме наряд полиции пытался остановить «Ладу» для проверки документов, но водитель вместо тормоза нажал на педаль газа. Один из инспекторов, 33-летний лейтенант полиции, с применением жезла, направленного на указанный автомобиль, подал водителю сигнал об остановке транспортного средства. Однако последний, игнорируя законные требования сотрудника полиции об остановке, направил свой автомобиль к инспектору и совершил на него наезд, после чего попытался скрыться. Он протащил автоинспектора на капоте около 300 метров, но потом путь ему преградило дерево. После встречи с ним ехать дальше автомобиль был не в состоянии. Тогда водитель показал свои спринтерские качества, но убежать ему не дали очевидцы и подъехавшие автоинспекторы. Сбитого полицейского с переломами обеих ног, сотрясением головного мозга и ушибами лица и тела доставили в больницу. Водительские права 23-летний молодой человек, управлявший «Ладой», никогда не получал. Судим ранее не был. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. При назначении наказания суд в качестве обстоятельств смягчающих наказаний подсудимого учел частичное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию расследования преступлений, выразившееся в проведении проверки показаний на месте. Подсудимый свою вину все же признал лишь частично, объяснив, что умысла причинять вред полицейскому у него не было. Я хотел искренне принести свои извинения инспектору и его семье. Прошу вас назначить наказание, связанное с лишением свободы. Находясь на свободе, я смогу в короткие сроки возместить моральный ущерб по исковому заявлению. В итоге суд приговорил молодого человека к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего в счет компенсации за причиненный моральный вред 200 тысяч рублей. Приговор еще в законную силу не вступил. У сторон есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Вероника Гайнутдинова, Нафиса Минязова, вызов 112. 26-летний водитель «Лады» 9-й модели погиб в страшной аварии на трассе М7. Проезжая по мосту через реку Менделя, водитель превысил скорость, пересек сплошную полосу и врезался в большегруз «Мерседес». Отечественную легковушку буквально разорвало на части. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй участник аварии не пострадал. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.